контроль над медиарынком всегда пытались поменять, да, и вот я помню, например, ну, если брать там ситуацию 2003-2004 год, я как раз тогда приехала в Киев еще студенткой университета, я хорошо помню, да, эти протесты Пятого канала на тот момент, да, и на каждых парламентских, президентских выборах мы могли наблюдать эту ситуацию, когда каналы каким-то образом перераспределяли свою симпатию, да, и так далее. Потому что, к сожалению, 85% украинского медиарынка, он контролирует олигархи. А когда-то была такая монополизация, вот что в руках у одной политической, фактически у одного человека, ну, давайте будем говорить честно, кто он, кум, понятно кого. Ну, понимаешь, да? Возможно, не было формального контроля, да, то есть не было юридического контроля, но формальный контроль над медиапространством все равно каким-то образом был. Я вспоминаю, например, ситуацию перед Майданом, 2013 год, как выглядело тогда информационное пространство и сколько каналов на тот момент могли рассказывать о коррупции Александра Януковича, о таких фамилиях, как Сергей Курченко и так далее. Это в основном делал оппозиционный канал TVI и несколько інформаційних сайтів, тому що в адміністрації президента були конкретні люди, які відповідали за роботу з телеканалами. Ну, что я хочу сказать, что то, что произошло в ситуации с Медведчуком, это абсолютно логичное заключение этих 5 лет президентства Порошенко, потому что никогда еще Медведчук с 2004, с начала нулевых не был настолько сильным в Украине, насколько он стал сильным за время президентства. Сильным политически, сильным экономически, сильным влиянием. И политически. Я вот только что вот искала, например, свое расследование, которое было опубликовано в «Украинской правде». Это 2016 год, февраль 2016 года, когда мы писали о том, как компании Медведчука заходили на абсолютно черную схему по так называемому импорту угля, когда под видом того, что этот уголь шел из Южноафриканской республики, на самом деле Украине продавался уголь с оккупированных территорий Донбасса. И наценка на этих схемах составляла $50 на 1 тонне угля. Медведчук жирный едал, да? Вот кто вы думаете там всплывает? Тарас Козак, который через 3 года покупает каналы, да? А он вот, кстати, Козак. Кто он в этой схеме? Вот, кто Козак? Козак это, ну скажем так, миноритарный акционер, наверное, этих каких-то. То есть он его какой-то миноритарный партнер, человек, которому он доверяет. Он его отправил в свое время, делегировал в Раду в 2014 году на досрочных выборах. Он на него там записывает какие-то еще... Ну вот, например, реализация этой схемы с углем, ею занимался Тарас Козак. Уголь углем, но здесь он заходит на другой рынок, на рынок медийный, и везде Козак. Ну, это человек, которому он доверяет. Это его представитель... Він близький з братом Медведчука, і відповідно він довгий час з ним співпрацював. Ну, абсолютно очевидно, что конечным бенефициаром всего этого является Виктор Медведчук. Абсолютно очевидно. И все эти истории по поводу ночных визитов на Банковую, это же все происходило. Участие Медведчука в Минской группе. Это все происходило на глазах страны в течение последних 5 лет. Чему мы должны сейчас удивляться? Порошенко